Несмотря на общее снижение аварийных инцидентов, в целом по году электроэнергетики в этом сезоне бьют все антирекорды. Сбой за сбоем, отключение за отключением. Ситуация требует скорейшего решения. А потому сегодня министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев провел внеплановое заседание штаба по энергобезопасности с ресурсниками и руководителями муниципалитетов. Сегодня он главный координатор по работе в ЖКХ. Задачи поставлены, замечания розданы. Анна Зубарева подробнее о том, как прошла встреча. Начало года получилось выдающимся. С таких слов начинает заседание министр ЖКХ Игорь Кузьмичев. Тон, разумеется, саркастический. За новогодние праздники немыслимое количество отключений на электросетях. Немного статистики. С 1 сентября прошлого года по 20 января нынешнего года уже 303 инцидента. Сыктывдин показывает взрывной рост аварийности. На примере Зеленца на 2 километрах и на 8 ТП искать землю целый день – это перебор. И при этом у нас Зеленец до сих пор не каждый день, так через день. Но мне кажется, уже можно разобраться. А когда мне докладывают, что на одной и той же опоре 3 раза подряд земля, первый раз, ладно, второй раз, поднялись, заменили все изоляторы. И все. И не будет там земли. Сыктывдинский, Удровский, Сысарский, Прилузский районы и Печора. В этих муниципалитетах наибольший рост сбоев на сетях. На них электроэнергетикам стоит сделать упор в работе, отметил и представитель прокуратуры. Коммунальная ситуация в регионе на особом контроле стражей закона. Что уж говорить, вопросов к энергетикам много. А поврежденный ввод на выключателе 35 киловольт не заметить, это невозможно. А если ввод повредился, у меня вопрос. А когда его испытывали? А когда был предыдущий текущий ремонт? А когда был средний ремонт? Электроэнергетическая компания в этом году собирается потратить на ремонт 266 миллионов рублей. Это на 45 миллионов больше, чем было заложено в 2021-м. Ресурсники верят, увеличение бюджета сыграет свою роль. Электростанция – это вообще сложная вещь. Есть турбины, есть генераторы. Это тонны оборудования, которые вращаются и вырабатывают постоянную электрическую энергию. И повреждение оборудования будет всегда. Всегда. Наша основная задача – это планово, спокойно это остановить поврежденное оборудование, обеспечить надежность теплоснабжения, электроснабжения. А причина многочисленных отключений на сетях следующие. Где-то дефект трансформатора, налипание снега, падение веток и обрыва линий. Только за новогодние каникулы электроэнергетики восстановили более 1700 километров сетей. А вот судя по тому, как мы сейчас в зиму идем, у меня такое ощущение, что мы вообще к зиме не готовились. По части электросетей в некоторых муниципальных образованиях. Коллеги, давайте мы как-то выводы сделаем из того, что у нас происходит. А еще у министерства на примере некоторых муниципалитетов складывается впечатление, что население не верит в работу единой дежурной диспетчерской службы. Вместо этого люди обращаются в Телеграм и другие социальные сети. Там рассказывают о своей боли. Мне как-то не очень корректно своему ЦОДу пересылать сообщения из Телеграма, спрашивая, а что у нас муниципальное образование об этом говорит. И получать ответ, а оттуда тишина. Это ненормально. Министр ЖКХ Игорь Кузьмичев обратился к районному руководству. Необходимо возвращать доверие населения. В любом случае, главная цель не поиск виноватого, а избежать повторения историй, когда люди остаются без света и тепла. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.